Акика Ромат, Да. в 2017 году, когда вы приехали в Таджикистан, что вас больше всего удивило? Ну, вообще-то я не приехал, мне привезли. Наручники были у меня. Неожиданно самолет приземлился в Кулябе. Я сам не ожидал. И рейсы были не таджикские, а были российские рейсы. Ураль. Было что-нибудь приятное, которое вас удивило? Там, не знаю, опять же, то, что у нас такие вот постройки, люди поменялись, отношение какое-то поменялось. Было что-нибудь приятное? Поймите, когда приезжают туристы, может быть, правильно бы ответили на ваши вопросы. Я удивлен, был в советские времена там 3 здания, центральный комитет, там да, были, допустим, кинотеатры Джами, там все остальное. А я же не турист. Да. Я буквально знаю, что за 10 дней готовится большой, соответственно, заговор между Россией и Таджикистаном. Надо убрать этого человека с Российской Федерации. Можно убрать, почему? Можно убрать все, потому что мы все начали жить после тогда распавшей тоталитарной системы, когда советское государство диктовало благодаря одной партии, как говорит Путин. Ну, там была партия, называется коммунистическая, и все. А потом пришли буржуазии. Во всех странах СНГ, не только России, и в Таджикистане, и в Киргизии, это буржуазия. Буржуазная структура возник, все. Я один из тех, которые надо было жертвовать. Я всегда думал, что там вот, пророк, трудный момент, или там, как было сказано, что надо жертвовать барана же. Но это были те времена, еще, говорит, цивилизации не было. Ради ребенка, там, ради сына, там, все. Надо было Курбан-Байрам, это именно барана жертвовать. А с 91 года, когда образовался ряд советских бывших республик СНГ, в частности, республик независимых, они начали жертвовать собственных, даже, может, не граждан, а людей. История Таджикистана мне не понаслышке. Это все были одного привести, второго отвести, одного сажать, третьего сажать. А при этом мы создаем демократическое государство. А есть что-нибудь приятное? Вот мне интересно, вот вы приехали, что-нибудь приятное было? Вот я понимаю то, что были сложные моменты, то, что об этом мы тоже чуть попозже поговорим, что вы перед тем, как вас сюда отправить, допустим, вас привезли на инвалидной коляске в аэропорт. Какие были условия, например, в спецприемнике? Поймите, человеку надо убрать. Была Великая Отечественная война, были там обмен фельдмаршалов на ряд солдатов или на сына Сталина. И тут вопрос стоял, или миллион граждан, или Карамат Шарипов. Представьте, вы президент Таджикистана, вы Эмомали Рахмон. Потому что это ваш президент, это не мой президент. Потому что я по паспорту никогда не был гражданином Таджикистана. Я голосовал за Ельцина, за Путина, потому что по закону. Вот вы, соответственно, видите, сейчас ситуация как хорошего или мнения говорит о том, что происходит. И тут не происходит заговор против человека. Надо его убрать. Потом за этих, значит, стенами и за этими ограждениями стоят миллион таджикистанцев. Они понимали, что у них есть организация, у них есть диаспора. Вы сейчас имеете в виду организацию, которая в Москве? Соответственно, да, таджикская диаспора. И эта таджикская диаспора руководил Карамат Шарипов. У него совет 156 там, граждан. Совет только вошли. А так 500 000. 500 000 мы должны, соответственно, иногда выйти, когда они дают о себе знать, чтобы нам плохо, помогите. Или в регионах России. А тут, обратите внимание, за спиной народа, который они считают демократический, и оправдаемся мы в европейской части, или страну дальние, там, зарубежье, что у нас демократия происходит. Тут в открытой форме. Потому что когда меня сопровождали, это было 3 генерала, это было 3 джипа, последние марки джипа сопровождали. Вся эта спецприемники Егоровска, они были на тот момент 10 суток. Отключена была именно телефонная связь, а там почти 500 человек, из них почти 80% были процентов таджикистанцев же, в спецприемнике же. А какие условия были? Вот вы сидите с отечественным, ну, скажем, вы не считаете таджиков сограждан? Внутри спецприемника создано несколько других структур. Допустим, вот вы, если, ну, дай бог, никогда бы не общались бы с преступным миром. Преступный мир, который находится в различных следственных изоляторах, они за счет своих денег, возможностей,
приобретает себе место в спецприемниках. Это переводится отдельные корпуса, как первый корпус я находился, это хата. Это одиночные камеры. Это 1,5 на 2 метра все. Туалет и кровать. Вы один были там или с Ну, другими? как? Да, один. Один, конечно. И вот так 12 дней, на 12 дней на сутки уже пошли судебные рассмотрения в областном уже, после первой инстанции. Я находился там. И Как к вам обращались? Там нет никакого обращения, там закрыто все. Ну вот, не, Вот пришли отношения к вам, какие были? передали, никаких там. Вот пришли, передали вам завтрак, обед, и все поставили там же. Вы пишете бумаги, жалобы, передаете в окошку, и все. Вы Книги, газеты давали читать? Ничего не удается. Только, значит, единственное, там недостаточно было у меня с этими, потому что я писал очень много, надо менять было часто мне стержень. Вот в этом, да, помогали. Даже те охранники были бывшие военные же. Они сами были в шоке. Они все были в шоке, как это военного человека проходил службу. Они, двое из них, значит, проходили со мной службу в западной группе ВОС Германии. В том же Путин проходил службу контрразведчиком, а я находился по линии танкового дивизии. Почему вас на инвалидной коляске отвезли в аэропорт? Теперь смотрите, я приехал, я стал на ноги, же видели, когда возле этого Да. же. Впоследствии я говорю, я не буду идти, потому что у меня была операция. До этого? Да. Какая операция? Операция, соответственно, мне на грудной, значит, позвоночник, это грудной части. И это провели, соответственно, в нашем военном клинике военно-морской флот, это город железнодорожной Московской области. И, соответственно, я говорю, я не собираюсь нагрузку давать. Дайте мне коляску, я, соответственно, при вашем сопровождении я дальше буду добираться до аэропорта. Вот мне интересно, у вас до сих пор нету паспорта? Никакого. Я правильно понимаю? Сейчас у вас нету паспорта? Ну, обратите внимание на самое главное. Во-первых, я с первого дня, когда еще был в России, я сделал заявление, что я не имею гражданства Таджикистана. А Таджикистан предоставляет справку, что я их гражданин с 80-го года. Это сведения, которые поступил в МВД, или МВД потребовал, или заставил, потому что я видел там бумаги, соответственно, подготовленные были, свежими чернилами же. МВД России? Таджикистан. Таджикистан? И предоставил им же, что данный гражданин с 80-го года прописан в Файзабадском районе Кишлаке Джейникуди. Откуда вы родом? Да, ну там отец у меня родился, я сам родился. Все правильно, я там родился. Ну, на момент, когда я находился за пределом Таджикистана, это с 93-го года практически, потому что 92-93 год, а так мы уже были в составе, а последующий 93-й год уже получилась 201-я дивизия, а до этого был Туркестанский военный округ, но территория была Таджикистана. Они признали, что в 1992 году территория Таджикистана полностью подчинялся Министерству обороны, если я военнослужащий, соответственно, военный комиссар. Это, соответственно, чистое было, значит, обман, и только, может, десятки людей обманывали подобные вещи. Ну, может, по отношению к таджикам, по отношению к другим нациям я не знаю. По отношению к таджикам это все происходило. Вот и все то, что я видел своими глазами. И получать паспорт Таджикистана, я говорю, если я обращаюсь тогда в Организацию Объединенных Наций или до СПЧ, Европейский суд, в Страсбурге связано по правам человека, я получать паспорт Таджикистана не буду, но буду судиться в Таджикистане. Я прошел все процедуры до председателя суда Верховного Таджикистана. А последняя инстанция, это президент Таджикистана, есть при президенте Таджикистана, есть связано с гражданством, есть, можно называть, совет при президенте, именно вопросами гражданства. Они тоже подтвердили. Ну, вот Они, несмотря на Конституцию, все по поводу, он наш гражданин. Хорошо. Ему положен паспорт. Вот сейчас вы как передвигаетесь? Вот по городу, куда-то, наверное, ездили, приезжали. У вас есть какой-нибудь документ, подтверждающий, что вы являетесь таким-то, таким-то год рождения, там, ну, как, хотя бы бумажка есть у вас или ничего нет? Удостоверение у меня есть, участники боевых действий. Есть удостоверение ветерана боевых действий, есть удостоверение ветеранов вооруженных сил российских государств. Их не аннулировали? А никак можно, из СНГ, как можно аннулировать? Для этого надо отдельный суд провести тогда. Я думаю, до этого
Если они глупые, дойдут. Пускай дойдут. В одном интервью вы говорите то, что вы живете у родственников и чередуете их, чтобы им не было сложно. До сих пор так живете или у вас уже есть свой Они до сих собственный? пор помогают мне, да, потому что одному, понимаете, семья в России, дети, внуки, я уже почти 2,5 года не видел. Я даже последних 3 внуков не видел. Которые родились? Ну, я по телефону, конечно, я с ним общаюсь. Мгм. Сейчас, дай бог, 21 век, так я не видел. Там сыновья у меня, там младшая дочка у меня, жена, соответственно, там тоже. В Москве? Да, живут там. Потому что они жили, они и в советские времена, и российские время. Я проходил военную службу, и жена была на полигоне, так же другие жены офицеры же. Мгм. Она таджичка тоже наша, она приезжала. Она родила мне 4 детей. Она не ожидала, что в последнее время у мужа даже пенсию забирают. Забрали пенсию? Забрали. А за счет чего они там живут? Работает, Работают. трудится, да. Мгм. А вы себя считаете без определенного места жительства сейчас? Но если у меня нет паспорта, да, я его не получил. И не хотите? Я думаю, рановато еще чуть-чуть об этом говорю, потому что если я только начинаю сейчас завтра идти получать паспорт, я не раз говорил в своих интервью, если не было бы у нас миграция, трудовая миграция, то, может быть, 5-7% общее количество, число наших граждан получили бы паспорта Таджикистана. Паспорт кто получает? Что, сим-карту на себя оформлять? Может быть, да, надо сим-карту оформлять. А основная масса, почему сим-карта? Потому что его родственники находятся за пределом страны. Возможно. Да. А основная часть, которые получили паспорт, это кто такие? Это трудовая миграция, это порядка 2,5 миллионов до 3. Мы будем брать все, и Казахстан, и все. 3 миллионов. Это умножайте на 3, на мизерную сумму, кого они кормят. Это практически большой, почти 9 миллионов получается. Среди тоже есть. Ну, будем не говорить так грубо, 2 умножаем на 3, пускай будет 6 миллионов населения Таджикистана, благодаря трудовая миграция существует. Там есть дошкольного, школьного возраста, все остальное. Мне, знаете, что интересно, Акаджон? Вот как можно 2,5 года жить в стране и без никаких регистраций где-то? Обычно даже иностранные граждане, которые приезжают как туристы, они где-то регистрируются, и они получают какую-то временную прописку. Там, Так или они еще сами без меня зарегистрировали. Они в решении суда пишут же, он гражданин Таджикистана, он имеет право на получение паспорта, зарегистрирован в Файзабадском районе. Они сами без меня, как говорят, я не хотел жениться, говорю, ну мне давно женили. В этом власти все в игре позволено. А когда последний раз вы покидали Таджикистан? Последний раз? Да. В 15-16 году. После приезда, Ну, после приезжал, 2017 года. Были где-нибудь? Не, как бы без паспорта куда поедешь? Ага, нигде не были. Нет. Я считал, чтобы можно мне выехать. Ну, последующий посчитал более внимательно внешнюю политику Таджикистана. Буду человека обвинить. Выехал. Если его нет, завтра он террористом будет. В любой бумаге. Или прилетел, уже террористом тебя называют. Я же сам сейчас защищаю господина Домулу Харидина же. Как общественные правозащитники защищаю. Он же был, он гражданин России, гражданин Таджикистана. Он начальник отдела нашего при общероссийском общественном движении по идеологии и культуре же. А он столько, в год 2 раза прилетел. Последний раз 28-го прилетел он со своим паспортом. Сейчас отбывает, ну, временно идет следствие, но я там, соответственно, 2 адвоката, и в том числе я готовимся к тому, что спасти человека. А это может быть причиной, хотя бы какой-то процент того, что вы можете бояться, что вас тоже могут также привлечь? Я еще раз говорю, если я видел те люди, которые вообще не причастны, даже молчали, спали, со своими семьями общались, и они сейчас в следственном изоляторе, а представьте роль Карамата Шарипова. Все, он выехал. 2 человека, мы всегда найдем наших братьев таджиков, завтра дадут показания. Мы его увидели, там общался, он там с лидером ИГИЛом. Последующий поехал в Европу, общался. С кем общался? Со своими земляками? Это мы обязаны говорить. Со своим, как ты поехал в другую страну? Ну что, каждый отвечает перед законом. Собственно, со своей испорченностью. А почему нельзя? И тут у нас получается закон. Нет, он имел связь с теми же, значит, оппозицией. Как государство может представить без оппозиции, я не понимаю. Да, единственная страна в мире после, а может быть не в мире, а это точно в странах СНГ, сегодня имеет оппозицию за пределом государства, которые говорят, которые предлагают, даже в последний я видел, Кабири предлагает несколько вариантов, как выйти из этого коронавируса.
Ну, ему предложение есть. Это же хорошо, когда что-то предлагали же. И власть всегда должна как-то учитывать мнение извне же. И вот тут можно было мне выехать, сразу в 17-18 году получить паспорт. Для этого все мне предлагали, даже назову фамилию Сафарзода, Это кто? замначальник ОВИРа, с 3 машинами, в зале суда, говорит, мы сейчас колоннами вас сопровождаем и вам выдадим паспорт Таджикистана. Я говорю, давайте, вы если нарушили Конституцию, я нарушать не собираюсь. Посмотрите Конституцию 94 года, 95 года, когда уже, соответственно, указ президента был референдум, почитать 2015 года. Вы все нарушили. Вы все нарушили. Вы принесли все фальшивые документы, показывают судью. И судья же практически такой же. Сидит и говорит, да, вот, власть все. Хорошо. А если меня привезли, где мне жилье? Нет. Кто меня будет кормить? Нет. Где мне работать? Нет. А зачем вам надо и так 1,5 миллиона или 2 миллиона бегать по России же? Они ищут кусок хлеба. А зачем вам еще одного человека привезти в Таджикистан? Добавить к этому числу. Ну, в Таджикистане остаться. Практически я один в Таджикистане мигрант. Вы в курсе? Больше нет мигрантов с другой стороны. Я один. Вы себя считаете мигрантом? Ну, конечно, потому что если все нарушено. Вы прилетели в Таджикистан. Когда вы вышли с самолета, вы не почувствовали эту родную землю? Смотри как. Когда меня сопровождали... Ну вот как вы себя ощутили? Вот как вы себя чувствовали? Я думал в тот момент, когда уже должен прилететь, потому что уже все документы показаны были даже в том же джипе и в аэропортах, и сопровождали даже организованные преступные группы. Меня не сопровождали, допустим, там полковников всяких, понимаешь? Там 2 полковника бегали с Федеральной службы безопасности, 4 наши представители бегали Таджикистана вокруг аэропорта. Наши там, соответственно, был СМИ, был адвокат у меня. И все это видели, все записывалось нами же, им же. У меня, соответственно, было давление на 170, на 100 даже, на 130 даже было. Все, нельзя посадить человека. Посадили, потому что он таджик, какая разница. Тем более рейс российский. И я когда прилетел, я думал, как всегда, здесь уже встречают, как сопровождают в СИЗО. Но тут это почему-то не случилось. А как вас встретили? А никто меня не встретил. Я приехал, все, уже жду, соответственно, когда придут представители власти. Но они не пришли? Никого не было. И вы просто доехали? Я поехал, потому что после этого я где-то на неделе, по-моему, мне 5-7, я даже был с родственниками, другом. Я попросил несколько там своих знакомых, что по профессии пару врачей попросил, приехали, тоже связано было с позвоночником. И меня попросили лучше дома находиться и все. Последующий я уже, вы знаете, 6 января, я уже писал, уже было это, в декабре я прилетел, 12 6 января встречался с господином министром МВД, если не ошибаюсь, по-моему, он поменял фамилию, Рамазан Рахимзода. Он раньше был Рахимов, стал Рамазан Рахимзода. Мы обсудили, я ему показал бумагу, каким образом человек по фамилии Гулов Ашраф, это близкий представитель, это родственник президента, генеральный консул Таджикистана в России, подписал бумагу, что я гражданин Таджикистана. Вы начальник МВД. Вы понимаете, кто подписал бумагу? 25 числа ноября. А 21 он приказом отдан начальником отдела кадров Министерства иностранных дел Таджикистана. Как так получается у нас? Он все говорит, а я не в курсе. Я не в курсе ничего. Хотя Рамазан Рахимзода 5 лет, он представитель МВД, находится постоянно с нами, с таджикской диаспорой. Мы всегда сидели, обсуждали вопросы. Надо помочь нашим гражданам. Ситуация сложная, самая сложная у таджиков. Он всегда приветствовал. Он даже требовал иногда в нашей бумаге анализа передать президенту Рахмонову. Но я же верил. А получилось в результате, что, оказывается, все это, что он собирал, он никому не показывал. Он был представителем, потом стал министром. И по сегодня он министром. Давайте немножко поговорим о вашей службе. Есть информация, что вы служили в Ахдаде, бывший Орджоникзавод. Вы там работали в военкомате. Было такое? В советском государстве Таджикистан тогда выходил в состав же. Я прибыл в Ахдад, тогда еще Орджоникзавод, на группе войск Германии в 91 году. В 91 году. Да. Это практически, если не ошибаюсь, май-апрель месяц был. Но меня откомандировал туда Туркестанский военный округ. У нас округ находился в Ташкенте. Я прибыл, соответственно, с Винсдорфа. Это Германия со штаба.
И меня назначили замначальником 4-го отдела. Сколько Это лет отдел по прослужили? офицерам. Это практически 250 или 300 тысяч были жильцы, жили в Алдате, население было. И вот тот момент, когда было в 91-м, потом в 92-м году, война началась. Война была гражданская у нас. Вы здесь были? Ну, в военкомате работал не только я же, там работали 8 еще русскоязычные. В звании подполковника, майора работали же. Это было с подчинением Министерства обороны Советского государства. И с 92-й год. И в 92 году переходил уже в СНГ, пошло под уполномоченным по подчинением Российской Федерации. Есть, соответственно, указ президента Ельцина. Я никогда не проходил службу в Таджикистане Министерства обороны, потому что на верность государству надо принимать присягу. По сегодняшний день нет этой присяги, потому что я не принимал, они искали. Когда образовался Министерство обороны Таджикистана 23 февраля, мы все были офицеры за штатами. После этого нас уже распределили. Я был назначен на команду должность танковый полк 201-й стрелковой дивизии. Но ушли мы-то с вооруженных сил в 99 году на пенсии же. А есть друзья, бойцы, с которыми вы служили, с которыми вы собираетесь иногда? Остались кто-нибудь? И поймите, я закончил военное училище. Соответственно, со мной были достаточно большое количество выпускников. 700 человек выпускался. Наш выпуск. Есть, они находятся. И наш, один из наших, который был и потом назначен сейчас на генеральском должности даже стоит. В России? Да, ну, по линии МЧС. Даже он получил медаль за отвагу. Есть, почему нет? И многие есть, которые... Общаетесь даже... или вы сейчас не общаетесь? Поймите, когда ситуация возникла со мной, я многим звонил. Многим звонил, они всегда говорят так, ну, вы сами как-то решите, потому что у вас вопрос связан политический. А мы военные. Не дай Бог к нам придут, не дай Бог к нам вопросы решать. И такие ситуации были возникающие. Поэтому я учитываю то, что люди хотят создать себе безопасность, лучше их не мучать. Потом посмотрите, самое главное, когда человек попадает в беду, вот беда. Вы сами определите, когда вот у меня телефон среди ночи, когда на следующий день уже практически 1000 номеров отключился. Номера были на телефоне, ни один не поднимет, потому что ты когда что-то делаешь на благо, и наши предки делали так, но тогда телефонов не было. Наши предки тоже делали много для своего народа, для кого-то делали. Ну, старались не общаться. Не общаться, пока кого-то. Ты стал министром, к тебе все домой придут. Тебе сняли с работы, или инфаркт получишь, или никто домой-то не придет. Тем более, пойми, восточный характер у нас. Восточные люди никогда не придут к вам навстречу. Потому что они всю жизнь были зависимы. Зависимы. Особенно, возьмем последний 19, 20 век, и сейчас новый 21 век, мы всю жизнь зависимы. И сегодня же, смотрите, вот есть СНГ, по идее, а его нету. Нам сказали, вот дайте границы, мы отдаем, а дайте землю, мы отдаем. А если скажут, дайте нам кусок земли маленького, никто нам не даст. В интернете есть видео, где вы общаетесь с одним из актеров из «Наша Раша». Почему именно он? Он абсолютно крайний, безобидный актер, которому заплатили, и он как актер пришел на съемочную площадку, сыграл. А у вас не было вопросов к таким продюсерам, авторов именно вот этой «Нашей Раши», да, как Александр Дулерайн, Семен Слепаков, Артур Джанебекьян? Почему не к ним вопрос было? Во-первых, когда возник данный вопрос, это был съезд. Вот поймите, 5 лет, везде кричат, вот Джамшод, вот Равшан, Джамшод, Равшан. Я говорю, да, я руководитель общероссийского движения, пускай будет таджикская диаспора, называем, чтобы более понятнее было нашим гражданам. Они предлагали народу, говорят, что вы предпримете? И Сунаваров, чемпион мира, тоже по без правил, и он также был членом совета нашего. Он говорит, я прошу созвать съезд. Мы это съезд созвали в 2011 году. В честь? Ну, что прекратили это все безобразие. Убрать с ТНТ и все это оскорбление. Но смотрите, я делал более дипломатичный ход. На тот момент были и послы с Таджикистана, были представители МВД и были иммиграционные. Я же с ним-то встретился.
Господин Достиев же там же был на тот момент. Господин кто? Достиев. Абдумаджид, послом работал. А до него был, соответственно, Сафар Гаюрович, покойный, умер. Хорошо. Но я же с ним же общаюсь, говорю, хорошо, а как-то вы решаете его дипломатичный уровень, у вас-то стратегический партнер. Говорит, это проблема не наша, это проблема уже общества. Я говорю, конкретно, Джамшод, Раушан, это таджики? Ну, говорю, имена есть. Ну, говорю, конкретно, вам горят Чайхана, Душанбе, все остальные. Сортир, в конце концов, он показывает здесь. Я таджик по национальности. А кто вы? Молчание. Вы таджик. Я таджик, я с послом разговариваю, он живой, здоров. Хоть бегает, по-моему, еще не знаю, лет 80, ему сколько там, Достиев Абдумаджид. И общались мы с ним. Потом сказали, что нет. Я встретился с нашими называемыми уличными, которые себя называют полуворами, полусмотрящими, С братвой. братвой встретился. Я говорю, хорошо, вы решаете с армянской. Хотя там, я говорю, есть нюанс. Посмотрите, господин Галустян или Мартиросян, или третий, четвертый, который есть, они не армяне. Они евреи армянского происхождения. Они живут в Краснодаре. Вы поговорите с ним, чтобы этот вопрос уладить. Но пойми, самое главное, что, почему мы это выиграли? В суде мы выиграли же. Хамовский суд. Как мы выиграли? Когда привели этого человека, все остальные. Они сами привели, я не привел. Это привел программы чрезвычайного происшествия ЧП НТВ. Кого привели? Вот этого молдаванина, который со мной, он заканчивал на 14 лет раньше наш учебный Ну, заведение. смешно же, Акаджон. Ну, вы же понимаете, что он вообще ни при чем, и он Я крайний его не абсолютно. привел. Еще раз, это все было сделано телеканалом. Они должны были те имена, которые вы назвали, хотя бы Мартиросяна привести. Сидит диалог, просто диалог. Но они привели этого человека. Галустян сбежал. Он должен был буквально зайти, его не было. Там не война же, там просто говорят, ну прекратите все дело, мы люди восточные, более дипломатичные. В общем, вот на то, что это было связано тогда, но самое главное есть результат. Пришли, попросили извинений. Кто не пришел? Но самое главное, вот это самое тяжелое для нас. В тот момент оскорблений, унижений. Хамовский суд попросил, вы заканчивайте, господин Мартиросян, там кого-то шестого там не было. Да, дело закончилось. В суд они пришли. В суде Хамовский их вызвали, без нашего участия. Сказали, ваше ходатайство удовлетворено. Подобные вещи не будут сниматься. А то, что в Ютубе будут показывать, это мы ничего не сможем сделать. Потому что предыдущие были записи, как вы знаете, Да. и ваш канал. Обратите внимание, это была победа наша, может быть, активистов, наших активистов, о целом создании общероссийского общественного движения. Так что мы открывали для наших граждан лица, что да, мы вас не бросим. Хотя эта задача была нашей власти. Это МИД, в первую очередь. Это представители МВД и на уровне президента. Но они не сделали ничего. А по-человечески, вот как вы думаете, как вы оцените свой поступок, когда у вас в кабинете, он стоит возле вас, и вы его оскорбляете, там, журнал с рук сбиваете, там. Вот как вы оцениваете Хорошо, свой вот почему, поступок? если вы пришли на переговоры, почему врете, да, пример? Он начал врать, что про него написано в статье благодаря таджикскому народу. Я говорю, вас таджикский народ ищет. Вы что мне журнал показываете здесь? Вот я нахожусь у тебя здесь. Вот представитель таджикского народа. Вот что ты творишь здесь? Потом он ходит, говорит, как будто его там убивать собираются. Стоят-то поставили на крышу там снайпером. Зачем этому актеру придумать все? Это все он после этого сделал. Конфликт у торгового комплекса «Москва» на Садоводе, правильно? Ну, были садоводы. Это 2014 год. В 2017 году это уже торговый центр Москвы. Торговый центр «Москва». Давайте поговорим о 2017 году, когда для тех, кто не в курсе, я немножко введу их в курс дела, но если что-то я пропущу, вы меня поправьте. Значит, охранники или служба безопасности торгового центра избивают гражданина Таджикистана, который там работал, и, по словам многих, его выбрасывают на мусорку. Значит, ситуация не нравится другим работникам, которые там работают, они собираются и как бы на митинг против службы безопасности. Вы приезжаете туда. Есть видео, где вы даете интервью о том, что происходит на самом деле на этом торговом центре.
Вообще, как вы оцениваете вот эту ситуацию? Из-за чего это все Во-первых, я там происходит? не был. Это я был не на тот день, был на следующий. Я был тот вечер в больнице, где сам Навруз Каримов, пострадавший таджик, лежал без сознания. На 5-м или на 4-м этаже. Один из 68-я больница, по-моему, если не ошибаюсь, это в районе там тоже Люблино. Я буквально перед тем, что когда ко мне поступила информация, что идет митинги, и люди собраны, я сделал звонок господину Имамуддину Сатторовичу, посла Таджикистана в России. Он очень мужественно сегодня ответил, очень мужественно, почему назвать, не каждый может дипломат, он сказал, что Карамат, не вздумай туда идти. Давным-давно против вас готовится провокация. Все то, что там происходит, это подготовленная сценария. Он дал мне знать. Практически никого, кого избили, кого не избили, это был сценарий, это был актеры. Надо было быстрее, чтобы распределить те, соответственно, торговые точки между нашими там или другими людьми, которые хотят завоевать на рынке Люблино. Торговый центр Москва называется. Но они это все организовали. Но я-то не пришел. Соответственно, запланировано их, чтобы когда придет Карамат Шарипов, в тот же вечер, 20-го, мы его сразу наручники и организуем это дело, его отправляем. Не получилось. Но случилось на второй день. Когда уже в различные СМИ, разные люди наши, в том числе наши таджики писали, что все остальные, значит, мы видим, все вот тут организовано благодаря Карамату Шарипову. Ну, кто-то попросил, допустим, вот у вас СМИ, 3-й, 5-й, давайте что-нибудь, зададим такой вопрос дурной. И наши на это способны, они совершают, они сделали в интернетах. И подключили они кого? Самозванца с улицы привели, под фамилией Кожинова Вадима. Он говорит, я там, соответственно, президент Федерации мигрантов России, Вадим Кожинов. Обратите внимание, ну, если ты назвал себя, ты русский человек, там атеист, ну здесь мусульмане, сами разберутся, что делать. В конце концов, во-первых, людей привели на автомобилях, те, которые организовали. Организовали, допустим, там еще были бригадиры. Ну а обратно, давай так, если мы будем сейчас сжечь собственный дом, готов на это идти, организуем каждым нашим близким товарищам, братьям пожар, то нас это пророк не простит, Аллах. Потому что это дело организовано Конгрессом евреев. Сами хозяева это евреи. Но эта информация у нас была и неоднократно, об этом я говорил. Что такое сионизм, что бывает внутренние евреи, что бывает внешние евреи, что бывает, соответственно, рабство, что бывает, соответственно, избиение граждан. И это все происходило на конкретной территории, точки я показывал. Были хозяева евреи. Тот интервью, который вы давали, значит, это было возле больницы, а не возле торгового центра? Возле больницы. Возле больницы, да. А в этом же интервью вы говорите, то, что такой инцидент был не раз на территории рынка, на территории торгового центра Москва. До этого сколько инцидентов было? Это можно сотни. Можно сотни инцидентов. Подожди, мы даже показывали в 2014 году все этих гильзы пособрали на садоводы же. Показывали, вызвали прокурора, вызвали всех остальных представителей правоохранительных органов России. Убивали? Стрельба, да, крови все были, но они живые, ну, соответственно, и люди остались, часть из них, они оказались в больнице, они остались, лежали на операционном столе, они с Файзабадского района, фамилии всех известны, в газетах наши все есть. Но мы же надеялись к другому, что власть предпримет меры же, а наоборот, пошли ко мне обыск, ко мне в квартиру. Еще раз давайте вернемся. Есть видео, где обыскивают вашу машину и вас задержали. Это было в вечер этого инцидента или это было на завтра? Опять, это не территория. Это не территория Люблинского рынка. Это на следующий день, после драка, после избиения Навруза Каримова, где я был приглашен на расстоянии 500 или 350, может, минимум 500 метров, чтобы должен со мной был встретиться господин, значит, точнее, господа из Таджикистана, представители, оказывается, дипломатические, и вместе с нами встречается глава, точнее, директор рынка, торгового центра. Когда думаешь, он не принял, на следующий день мне пригласили, представитель МВД сам, лично Таджикистана, звонил мне, что надо ехать туда, Карамат, потому что там надо решать раз навсегда. Оказывается, они готовили вот эту операцию, потому что когда мне принесли бумагу, где машина окружена машина, это все, на бумаге написано число прокурору решений
Не 21, а 20 сентября. Они на день, не приехал еще 20-го. И показывали мне вот эту бумагу, что якобы я являюсь организатором всей этой безобразия. Соответственно, я написал, я возмущен и не поддерживаю вашу. А вот как вы думаете, почему, вот вы говорите, то, что были несколько инцидентов до этого, почему вот тогда они так, как вы говорите, то, что это было все запланировано, вот тогда это не было запланировано, чтобы, грубо говоря, вас убрать? А вот именно вот в 2017 году так сильно они захотели вас убрать? Ну, поймите, для того, чтобы надо весь материал практически после рынка Садовод уже лежал на столе у прокурора. Прокурор, пускай будет не генеральный прокурор, а в городе Москве. Если расследовать ту ситуацию, выскочит эта ситуация. Они думали, а как? Вы прокурорили там 5-6 лет. А давайте так сделаем. А какой вариант, господин прокурор, легче? Уберите его. Организуйте любую вещь. Что его не было на территории России. Если он на территории России будет, он придет, будет давать и приведет себе сотни или десятки этих пострадавших, будут давать показания. Уберите его. Поэтому 17-й год и возник. Надо расследовать же. А вы спросите, а как Навруз сам, Карим, оказался в Душанбе? На третий день он оказался. Он же мог остаться в России, дать показания. Но кто его сопровождал? Тоже дипломатический корпус. Его отправили в район Балдживон, Хатлонская область. Он потом здесь давал интервью, что у него, как будто вот я еду назад и буду разбираться. Он не делал ничего же. А за ним-то я приехал уже. А кто такой Ходжи Джабор Курбанов? Вы знаете этого человека? Поймите, я всех знаю. Как говорит Путин, я знал тогда людей, которые еще были до 90-го года олигархами, знаю и эти времена, которые сегодня есть олигархами. Это все наши олигархи. Хаджи Аборин, Хаджи Сама, там, или кем-то не хочет, их может быть десятки или, там, или 20. Но это только Москва. Я знаю более 500, которые они олигархи. Начиная с Дальнего Востока, заканчивая до... А товар что? У олигарха, у русского нефть, у нашего олигарха таджик, который, значит, на нем можно деньги зарабатывать. На телегу посадил. А вы в курсе, что вам рэп это песня будет, да? Песню написали? Да, я слушал. Да? Вы слушали? Я все знаю, говорю. Писал парень, бадахшанец, хорошо поет. Почему? Нормально поет. Вот там... Ему виднее, скорее всего, как ты. Ну вот там говорится о том, что вот этот Ходжи Джабор Курбанов поступил не очень справедливо с вами, и вы как бы пострадали от этого. Именно вот этот инцидент, который был на территории торгового центра Москва, вызвало такой большой резонанс, и вас пришлось отправить в Таджикистан. Я всегда так думаю. Если вот 2,5 года, да, где-то должен быть новый человек, новый лидер появиться в России, хотя, ну, пускай делать 5% то, что мы делали. Значит, пускай в этом помог бы наша власть, таджикская власть, помог в этом направлении и сделали этого лидера. И власть Таджикистана тоже воспринимал хорошо. Поймите, человек, он бригадир, да, или там старший, или он, называем бы так, чтобы не сказать, они предприниматели. Во всех делах они проходят предпринимателями. Они не проходят бригадирами, предпринимателями. Вы сейчас про кого? Я про Ходжи Джабор или окружение, вы говорите. Если учитывать это все то, что вот в песне, все остальные, люди знают лучше, чем мы. Народ лучше воспринимает. Может, у этого человека больше информации, который песни пел. Но вы его не знаете, да? Это не ваша инициатива, чтобы записать вот этот трек. Ну, конечно, я не знаю его. Я даже в глаза его не видел. Я много чего читаю. Там каждое видео по 300, по 400, по 800, по 1000 идет мне сообщений. И вы лично с ним не знакомы? Нет, конечно. Я был то здесь, а это происходило же. А вы ему не задали вопрос, почему он написал? А как там задашь вопрос? Вы где слушали? Ну, в Ютубе видел. Ну вот. В Ютубе напишешь, там ответа нет. Хорошо. Вот поэтому я сейчас закончу свои мысли, к тому, что если мы сейчас будем говорить, что вот в конечном итоге вот ваш вопрос и другие, вот, виноваты наши, да, наши виноваты.
Но настолько были сильны враги внешние, наши враги, других национальностей, они даже не способны были этого совершать. Потому что там команда сверху была. Там они платили сверху. Когда брали у меня паспорт, в чемодане деньги принесли. Показывали камеру, и на территории рынка Люблино, там не был Хаджи Джабура, там был Хаджи Самат, там Хаджи Даулат был, там был вот это, называемый так, двое из русских были. Вы забираете паспорт, когда забираете паспорт, мы вам деньги передаем в ОВИР. Русскому человеку, начальнику полковнику говорят. Зачем деньги? А потому что, какая началась? Видите, мы сильнее, мы докажем таджикскому миллионных мигрантов, что мы творим с вашим лидером примерно, да? Это все было показано. Прямо в кабинете это все. И там они это деньги потом передавали. А сколько там было сумма? Я думаю, не меньше там несколько миллионов. Это в рублях? Ну, конечно. Не в долларах. Ну, в долларах потом это другим надо было платить. В суде, когда прошел, арестовать его спецприемник. Всех были. Вернемся к вашему интервью, которое вы давали, опять же, возле больницы. Когда вот этот мальчик избили на территории торгового центра, он попал в больницу. Вы там четко говорите о том, что нужно провести расследование, потому что на территории торгового центра являются преступная группировка, из которых даже есть граждане Таджикистана. И в том числе администрация этого торгового центра тоже причастен к этому делу. Произошло на территории Люблинского торгового ярмарочного рынка. Это рынок уже давно нами был передан руководству России, что это рынок практически является одним из криминальных точек после Черкизона. Там находится группа ОПГ, частично из них находится из государства Таджикистана, при поддержке нынешней администрации рынка. И тогда в Черкизоне это люди абсолютно имеют глобальную поддержку. Вы кого имели в виду из Таджикистана? Я, по-моему, не только говорил, и даже опубликовал большой материал по фамилиям всем. Ну, вот я имею, соответственно, директора рынка Омар Магомедовича. Там это же не из Таджикистана, я имею в виду именно из Таджикистана. Да, я сейчас скажу. Это был главный спонсор Омар Магомедович, горный еврей дагестанец. Сейчас можно посмотреть, везде есть, и последующие наши документы есть. Что касался главный, там был, соответственно, Хаджи Самат, там был Байон Олимов, там среди них, соответственно, мы когда говорили об этом, ни разу был Мухиддин Махмудов. Это все это ребята с Агдинской области. Я сразу говорю, пускай не обижаются с Агдинской области. Это Сайни, Суротипа. Они работали посредниками между МВД, между бригадирами, чтобы нанести борьбу по общероссийскому общественному движению. Эти люди знали. И позавчера, когда неделю назад я давал большое интервью, тоже их фотографии. И, соответственно, представитель партии, Народной демократической партии там есть. Я не называю его преступником, соответственно, но он принимал активное участие, Сайбек. Он до сих пор там находится. Он создал там ячейку, то, что запрещено законами российского государства на территории рынка, что здесь будет ячейка Народной демократической партии Таджикистана. Ну, это же, надо думать, что мы делаем. Есть информация, что раньше попасть к вам в офис, чтобы на улице с вами встретиться, поздороваться, было легко. А сейчас, до 2017 года, это стало намного сложнее. У вас появилась так называемая охрана. К вам было сложно попасть. Это так? Поймите, я родился с одной целью, чтобы быть всегда среди народа и с ним остаться. Ну как мы, в 17 году я уже в Россию, в Таджикистан приехал. А до этого, разве охрана, чем мне спасет? Если собираются меня убить, то же и охранников тоже убьют. Я к народу отношусь с большим уважением. Охрану, что ко мне не зайти там в любое время. В 2001 году я образовал впервые фонд поддержки. В 2001 году. И Рамазан Рахимзуда там присутствовал же. Все присутствовали. И Бурик Каримов присутствовал, покойный Богшо, Гаухар Джураева. Когда я закончил свои выступления, мне сказали, что Карамат Шарипов, ты собираешься здесь снова войну организовать. Я говорю, где? В России? Вы назовите организацию. Как у вас организация, дорогие присутствующие? Небо, земля, Сину, Осман. Но я назвал его таджиком, фонд таджик. Но почему? Нет, уберите название. Потому что слово таджик здесь оскорбительно будет по отношению к... Наши сказали, оскорбительно так, значит... Наши это кто? Они имели в виду те, которые они курировали их, кураторы их, скорее всего.
Мы оскорбляем тех, чтобы именно это подобные названия таджиков. Но тогда сказала Гаухар Джурая правильно же, или там, ошибаюсь, или она, или другую, что нас не уважают и ненавидят за наркоту здесь. Я говорю, давай тогда тем более фонд таджик диаспор назовем. Если я, получается, фондом руковожу и таджик, тогда они успокоятся, больше не будут нас обвинять. В общем, они отвернулись и ушли. Но мы остались тогда же с другими международными правозащитниками. 18 лет. 18 лет то, что мы делали, это все было сделано на благо сегодняшнего Таджикистана. Если этого не было бы сделано, в 2005 году давно мы забыли слово таджик за рубежом в России. Давно в тюрьмах без сейчас не каждый четвертый, каждый второй бы таджик сидел бы. Невиновный. Все было сделано ради и благо нашего народа. И то, что я общаюсь с народом, и они сами этого хотят. Я думаю, что... А сейчас вы как с ними общаетесь? Бывает такое, что вы Звонят, звоните, как и да? вы. Да? Звоните, общаетесь? Работает WhatsApp, работает Facebook, работает все. Ему люди звонят, и правильно делают, читают, спрашивают. Я говорю, последнее видео с аэропортом. Я говорю, да, обязательно я сделаю видео. Я буду обращаться к господину Рахмонову и послу, что какие-то меры предпринимать. Но это делает, опять что, кто у руля, тот виноват, получается. Если я у руля, я виноват. Они у руля, они виноваты. Ну, времена и история все поставят на свои места. Точка. Хорошо, последний вопрос, и мы переходим на блиц. У вас в кабинете стоит за вашим креслом портрет Путина. Портрет Путина, на котором написано «Человек, слово и дело». Вы до сих пор так думаете? Поймите, это лидер мирового общества, сообщества. Вот сообщество берете, да? По отношению к вам вы так думаете до сих пор? Поймите, он как подносить. Вот поймите, хорошо, давайте мы так говорим. Путин – это русский человек. То, что должен знать народ наше интервью. Путин, он болеет за собственный народ. Путин, он знает, где Донбасс, он знает, где Луганск. Потому Путин знает, где славянские корни идут. От Славякия заканчивая Беларусь и Украину. Мне хочется, чтобы сегодня Рахмонов узнал, откуда начинается слово таджик. Я на Путина не обижаюсь. Это деловой человек. Он готов ради русских, ради славян, буквально за 2-4 часа забыть про Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и все остальные. И он этого делает. А вот сегодня я хотел, очень хочется, чтобы, когда мы говорим председатель таджиков мира Рахмонов, да, Имам Али Рахмонов, да? Президент ваш, я еще раз говорю, потому что здесь, пускай не обижается окружение меня, я вещи называю своими именами. Хорошо. Дадут мне паспорт, я иду на голосование, вот когда выборы будет, я, может, на голосование пойду с паспортом, тогда он уже мой президент, если он станет, если его выберут, правильно, народ? Может быть, ну, выбрали, все равно он мой президент. Если не выбрали, ну, не прошел, получается. Может, другой прошел. Вот поэтому же Путину он делает. Так вы несколько раз писали ему письмо. Да. Вам пришло ответ? Поймите, вот, письма мы научились писать, потому что в советские времена нас часто заставляли, не было интернет писать, правильно? Видеообращение делали. Хорошо, давайте, вот видео. Не будет Путин отвечать, потому что Карамат Шариф, корни у него Таджикистана и таджик. Давайте, никогда не будет он думать. Хоть пол Таджикистана перевесит, да, он не будет даже голову поднять. Он говорит, всех закрой в тюрьмах, Путин не будет слова говорить. Всех отправить в спецприемник. Наша задача, когда начнет наш глава государства об этом говорить. Да это мои же, в конце концов, я только вспомнил. Так вы же не хотите, вы не считаете... Вот он признал, почему? Пускай то, что он признал, пускай признает. И ему тоже было обращение. Человек думает, Рахмонову не было обращения? От вашего имени? Конечно. У Зода Рахмонова тоже обращение. Рустаме Рахмонову обращение. А где это ответы? А где ответы внутри страны? Вот давайте внутри себя, вот на сколько процентов вы себя считаете именно гражданином Таджикистана? Я считаю, что все таджики, они граждане Таджикистана. Вы на сколько процентов себя чувствуете гражданином Таджикистана? Если не учитывать законы, я гражданин Таджикистана. Если учитывать законы, да, есть нарушения. Блиц, вопрос, это короткий вопрос, и вы можете отвечать коротко, можете отвечать не коротко. Первый вопрос. Что бы вы не пожелали даже врагу? Врагу? Зависть, скорее всего. Окей. Жалеете о времени, которое вы потратили на Россию? Нет, никогда. Это общий наш дом был. Россия щедрая душа? Для своих, да. Для нас нет. Свои это кто? Славяне.
А для нас? Нет. Это вы кого имеете в виду? Это соседи можно назвать. Приезжие. Да. Больше ничего. А как с этими евреями? Для них как? Ну, поймите, в России это практически 80% евреев. Это считается Россия. Москва слезам не верит? Скорее всего, нет. Родная земля или, или теплый очаг на чужбине? Родная земля. Последний вопрос. Кому нужно быть благодарным в жизни? Бог, Аллах, родителям. Вот три основные. Мы говорим Бог и говорим Аллах. А так, благодаря родителям, ну, соответственно, Всевышний наш. У меня все. Да. Спасибо вам большое. Да.